Мангыстауской области состоялись международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Берлестек-2024». В крупномасштабных военных маневрах приняли участие контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. С успешным завершением учения присутствующих поздравил министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Он отметил, что совместная операция по локализации вооруженного конфликта была направлена на совершенствование слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости подразделений воинских контингентов. И с этой задачей военнослужащие успешно справились, получив положительный опыт взаимодействия в боевой обстановке. В Мангыстауском регионе глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомил коллег из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с боевыми возможностями веренных воинских подразделений. Иностранные гости посетили ракетно-артиллерийские корабли военно-морских сил Казахстана, водолазный центр, учебно-тренировочные комплексы, вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки военнослужащих. В Бурабайском районе открылся реабилитационный центр для военнослужащих вооруженных сил. Медицинское подразделение находится в ведении главного военно-клинического госпиталя Министерства обороны в городе Щучинске Акмолинской области. С важным событием участников мероприятия поздравил заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Каныш Абубакиров. Он отметил, что это первый центр реабилитации, где будут проходить санаторно-курортное и восстановительное лечение военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и отличившиеся в боевой и повседневной жизнедеятельности войск. 18 июля в вооруженных силах страны отметили День воинских символов. Памятная дата связана с принятием 18 июля 1996 года указа президента о воинских символах вооруженных сил Республики Казахстан. В воинских частях состоялись торжественные построения с поднятием флагов вида вооруженных сил. Проведены занятия, на которых даны разъяснения о значении воинских символов для армии и каждого военнослужащего. В рамках оперативно-тактического командно-штабного учения «Берлестек-2024» на полигоне Оймаша прошли военно-спортивные состязания по ориентированию на местности. В них приняли участие военнослужащие Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Для объективности судейства по решению руководства Министерства обороны Республики Казахстан казахстанские военнослужащие выступали вне конкурса. По результатам состязаний первое место заняла команда Кыргызстана, на втором месте Узбекистан, на третьем – Азербайджан. Международное учение «Вершина братства-2024» прошло на полигоне Коктал в Жетысусской области. В ходе совместного тактико-специального учения казахстанским и белорусским десантникам предстояло выполнить задачи в горно-пустынной местности. План военных маневров разработан с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. В ходе отработки учебно-боевых задач военнослужащие получили опыт развертывания совместной системы управления и действий на тактическом уровне, что способствовало повышению полевой выучки подразделений. На полигоне воинской части 12740 Сараузекского гарнизона состоялись показательные инструкторско-методические занятия с участием командиров бригад, батальонов и рот воинских частей регионального командования ЮГ. Обучение в поле проходило под руководством командующего объединением генерал-майора Куанышбека Уштаева. Опытные инструкторы продемонстрировали обучаемым действия по маскировке боевых позиций и техники, а также примеры организации взаимодействиями с соседними подразделениями. В Центре миротворческих операций завершился 6-месячный курс английского языка для военнослужащих. Программа курса включала в себя интенсивные занятия по грамматике, расширению словарного запаса, отработке навыков аудирования и говорения, а также специальные модули по межкультурному взаимодействию и профессиональной терминологии. Следует отметить, что языковой курс, являющийся частью общей стратегии Министерства обороны по повышению профессионального уровня военнослужащих, был самым крупным по количеству слушателей. 15 июля профессиональный праздник отметили специалисты командных пунктов и пунктов управления вооруженных сил Республики Казахстан. Дата установлена приказом министра обороны. С целью эффективного применения войск специалисты командных пунктов и пунктов управления ведут круглосуточное дежурство в интересах обеспечения военной безопасности государства и защиты населения. В ходе торжественного собрания, посвященного празднику, лучшие специалисты Национального центра управления обороны были поощрены грамотами и ценными подарками.
В Алматы на базе Центрального спортивного клуба завершился открытый турнир по дзюдо на Кубок министра обороны Казахстана. В состязании приняли участие 129 спортсменов в составе 10 команд. В общекомандном зачете сильнейшей стала команда Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Второе место заняли дзюдоисты Национальной гвардии. Третье – спортсмены из Алматинской области. По итогам соревнований были определены кандидаты для комплектования национальной сборной Казахстана. Победой казахстанцев завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою, который проходил в Кыргызстане в рамках 16-й спартакиады среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ. В нем приняли участие военнослужащие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, выступавшие в 10 весовых категориях. По итогам чемпионата по армейскому рукопашному бою в командном зачете победила сборная Казахстана. Серебра удостоились рукопашники из России, бронзы – спортсмены из Кыргызстана.